Привитание. Добрый день. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость, болгарский политолог, глава Центра либеральных стратегий в Софии Иван Крастев. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Иван, ваша недавняя колонка в Financial Times о дилемме. Теперешняя война России в Украине – это война Путина или это война России, война русского народа? Там вы пишете, что это на самом деле не академический вопрос, это вопрос стратегического выбора. Мы видим мир так или мы видим мир по-другому? Какие, на ваш взгляд, преимущества и какие недостатки того или другого варианта этого выбора? Знаете, на самом деле я думаю, что это довольно политический и стратегический выбор, потому что в результате, как мы ответим эти вопросы, это будут абсолютно разные политики. Я прекрасно понимаю, почему для украинцев это просто не война Путина, почему это война России. С точки зрения Запада это выглядит так. Во время Холодной войны самое главное было, что существовал коммунистический режим, с которым Запад боролся. Но с другой стороны, очень много людей на Западе говорили, русский народ, как все народы Советского Союза, является тоже жертвой этих режимов. В результате этого мы видим в этих людей каких-то союзников, с которыми надо говорить. Когда есть такое-то отношение, три вещи меняются. Сперва ты всегда как-то смотришь на людей, которые живут внутри страны, специально те, которые не принимают режим, как твои союзники. Для тебя важно, какие выборы они делают сами, а не там, каких у них паспорт. А то иначе получается ситуация, в которой даже людей, которые абсолютно открыто объявились против войны, которые уехали по политических соображениям из России, ты не можешь их увидеть никак иначе, как часть того самого русского народа, который начал эту ужасающую войну в Украине. С этой точки зрения для меня этих нюансов очень важно. Это важно не в результате того, как это повлияет на следующие 3, 4, 5 месяцев. Я не думаю, что протестов это меньшинство успеет переменить политики русского государства и русского правительства, но это связано с долгосрочным отношением к России. И если появится у всех русских ощущение, что там просто им никто не интересуется, для всех нас Россия — это просто коллективный Путин, я думаю, что это плохая политика. Потому что, конечно, есть очень много людей, которые поддерживают эту войну. Но Россия не коллективный Путин, в том самом смысле, который Россия не коллективный Навальный. Есть очень много людей, которые будут делать свои выборы, и это выборы будут нелегкие выборы. Поэтому я всегда думал, что самое главное в такой ситуации, чтобы мы могли видеть нюансов. Иван, с легкой руки Тимоти Снайдера стал актуальным вопрос, спор, является ли теперешний режим в России фашистским. На самом деле это тоже стратегический выбор, только уже стратегический выбор войны. Очень естественная такая, так сказать, силлогизм. Если Путин Гитлер, то этот режим должен быть разгромлен, так сказать, Карфаген должен быть разрушен. Вот на ваш взгляд, стратегическая цель должна быть именно такой, или цель должна быть сдерживание, отбрасывание Москвы, а не ее разрушение? Не, знаете, здесь проблема вовсе не на уровне политической стратегии, это на уровне военной стратегии. Самая главная разница между Гитлером и Путиным в том, что у Гитлера не было ядерного оружия. И это очень важная разница. С этой точки зрения, скажем, та политика, которая была, скажем, Запада по отношению к Милошевичу в 90-х в войне, не та самая, которую можно переменить по отношению к Путину. И в результате этого уровень, как думать о путинском режиме, между прочим, это очень важный вопрос. Потому что самое главное для фашистского режима — это тоже существование мобилизационного общества.
То, что я вижу в России, есть социологические опросы, на которые людей говорят, что они поддерживают режим. Я уверен, что большинство русских поддерживают войну. Но с другой стороны, я не вижу так уж много людей, которые готовы участвовать в этой войне. В этом смысле самая большая разница в том, что мы видим, сравнивая то, что было, скажем, в Германии, и то, что даже было в Советском Союзе во время Сталина, то, что есть население, которое поддерживает режим, а за этого режима умереть они не хотят. Это уже как-то постжертвенное общество, там отношения саможертвы не существует. Это видно, как трудно просто убедить людей, даже, которые служат в армии, что они заключили договор и участвовали в этой войне. В этом смысле правильное понимание режима довольно важно не с пропагандной точки зрения, а понять, какие выборы и какие возможности существуют. Мы идем с одной, как сказать, экстрим на другой. Было ощущение, что все в России о коррупции. Это была такая-то идея абсолютно клептократического коррупционного режима. Если ты в это веришь, ты думаешь, что достаточно, чтобы перекрыть финансовые потоки, которые шли в России извне, там, чтобы, если ты успел наказать олигархов, и там все поменяется, Путин свою политику будет менять. Мы видели, что это не так. Что на самом деле то, что мотивирует политика Путина, это какая-то очень сильная националистическая доктрина, которая не связана просто с том, что есть довольно много коррупции этого режима. Он не будет менять политику от того, что у некоторых из его друзей там вот миллиарды где-то. А с другой стороны, если это идея фашистского режима, так тогда идет идея, где ее народная поддержка, где это массовые партии, где это массовые движения, которые на самом деле стоят за этого. И с этой точки зрения большая проблема — это проблема идеологии путиновского режима. Потому что то, что я вижу, это режим, который властвует довольно сильно на уровень деполитизации общества. Это такая-то апокалиптическая поддержка, да, конечно, там и русские, мы все делаем, все там на нас нападают, мы жертва всех. Но с другой стороны, это не общество, которое верит в свою правоту, это, как сказать, имперское государство при отсутствии имперской нации. И это самое главное, которое мы видим. В результате этого для меня мы не знаем, когда война закончится, мы не знаем, как она закончится. Но я думаю, что есть две вещи, которые уже видны. И это, что с этой войны то, что Путин разрушил, это идея, скажем, русского мира. Теперь я вижу довольно много украинцев теперь здесь, в Вене, тоже в Софии. И ты видишь, что это людей, даже когда они очень плохо говорят какие-то иностранные языки, уже не хотят разговаривать по-русски. Русский мир так был связан с идеей русского языка, который не просто язык русского государства, а какая-то имперская культура, которая существовала до этого. Этого уже нет. И второе, что очень сильно поменялось, это то, что осталось из Советского Союза. Конечно, это была победа Великой Отечественной. То, что мы видим на Украине, и даже тот дискурс, который использует Путин и его правительство, они просто все это уничтожили, потому что если это Великая Отечественная, это Великая Отечественная для украинцев, не для русских. И в результате этого, я думаю, что после 10, 15, 20 лет, независимо от того, кто будет править Россию, уже никто не может реферировать к советской победе в Великой Отечественной войне, как было до этого. Это закончилось в каком-то смысле. И когда я смотрю на это, странно, потому что очень много людей на Западе видят то, что делает Путин, как-то опыт восстановления Советского Союза. Я довольно внимательно слышал, что он говорил 22 февраля, 2 дня до войны, когда там он признал Луганский Донецк. Это была не речь советского полковника, это была речь белого генерала. Это была очень сильная идея этнического, как сказать, русской империи, которая против очень сильно антисоветская. И в этом смысле это довольно важно, потому что то, что он успел уничтожить, не только на уровень Украины, но на уровень бывшего советского пространства, была какая-то советская идентичность. Людей, которые не знали, они русские или украинские, они думали, что могут быть все это вместе, это не важно, это очень верно для старшего поколения. Это уже нет.
В этом смысле это уже другая история. Чтобы понять эту историю этой войны, это намного легче понять в истории распада. Российская империя, которая вследствие Советского Союза пережила распад от всех других континентальных империй после Первой мировой, а теперь этот процесс заканчивается. Это он заканчивается 30 лет после конца Холодной войны. Все для меня это так-то намного сложнее, чем такая простая история, что то, что он хочет, это восстановить Советского Союза. Восстановить Советский Союз он не может. Он на самом деле уничтожил все, что осталось из Советского Союза. Иван, следующий мой вопрос уже касается и Беларуси, и России. Это вопрос, так сказать, цели и объяснения санкций. Ну вот что касается Беларуси, то в прошлом году были введены относительно нее секторальные санкции. И потом было еще несколько пакетов. С того времени в Беларуси почти удвоилось количество политзаключенных, были ликвидированы сотни общественных организаций, была почти полностью ликвидирована независимая печать, независимые СМИ. Лукашенко втравился в российскую войну, санкции ничего не изменили его поведение. Введены санкции относительно Путина, как говорит Запад, адские санкции. Но Путин продолжает воевать. И вот вот мне представляется три объяснения. Одно – это если бы не санкции, было бы еще хуже. Другое – это сработает. Подождите, Москва не сразу строилась, разрушалась тоже, разрушится, сработает. И, наконец, третье – санкции – это вообще не средство исправления, это средство наказания. Какое объяснение, вот, на ваш взгляд, наиболее адекватное? Как вообще сами себе, вот, скажем, западные лидеры, которые эти санкции вводят, как они объясняют? Знаете, самое главное то, что когда до того, как война началась, и я думаю, в этом смысле довольно прочитать все то, что западные лидеры говорили, что они думали. Они на самом деле верили, что, может быть, страх экономических санкций не позволит Путину начать эту войну. У Запада были только две оружия, потому что, как мы говорили, Россия ядерное государство. С этой точки зрения президент Байден очень в самом начале этого кризиса сказал, что военное решение для Запада нет. Как ты можешь тогда давить на Россию, если у тебя не будет военное решение? Первое было, чтобы показать России, что у них нет возможности сделать ничего неожиданного. В Украине это было решение американской разведки. Все время, просто 24 часа после того, что они узнали, какое-то решение на уровень коммуникации, какие-то решения, которые они приняли в Кремле, они делали их публично. В этом смысле они верили, потому что Путин идет из разведки, а не из армии. Если он понимает, что там не будет сюрприз момент, так что все знают, что он будет делать, может быть, кто-то и не сделает. А второе, это была идея экономических санкций. Между прочим, с этой точки зрения, белорусская ситуация и русская ситуация довольно разные. Честно говоря, когда говоря о Беларуси, мне очень грустно, потому что теперь люди говорят, это война России или война Путина. Но в случае Беларуси мы знаем, что это не война белорусов. Те самые люди были, миллионов из них были на улице, они протестовали, они сделали все это саботажные акции. С этой точки зрения очень важно не только какие санкции ты поставляешь на страну, но как ты третируешь людей, которые убегают из этой войны. И с этой точки зрения я думаю, что Польша поступила намного мудрее, чем других, когда дала белорусов те самые статус, который дала людей, которые бежать с войны из Украины. Но с точки зрения, когда война началась, поведение Запада было, если мы ничего не сделаем, это значит, что каждый может делать то, что хочет. Россия не единственное ядерное государство в мире. А второе, это было, что это будет структурное ослабление России. Проблема с этой политикой, что ты никогда не знаешь, насколько она сработает и когда она сработает. Потому что, конечно, Россия ожидала этой санкции.
мы теперь говорим о микрочипах и другие. Россия знала, что будет с санкциями микрочипов. Они там складировали какие-то чипы. То, что было из ненада для российского правительства, это было решение Запада санкционировать валютных резервов России, которые находились в американских, европейских и швейцарских банках, потому что, как вы знаете, Россия накопляла очень сильно валютный резерв на случай войны. Там было просто очень много долларов на то, что когда наступит эта санкция, России будет легче. С этой точки зрения стратегия санкций — это стратегия ослабления, структурная возможность России вести эту войну, и даже, честно говоря, не эту войну, а следующую войну. И, так сказать, это в известном смысле, так сказать, езда в незнаемое, как писал Маяковский. Да, может, сработает, а может, нет, черт его знает. Знаете, абсолютно, честно говоря, проблема то, что люди говорят, почему. Сделать ничего ты не можешь. Просто что будешь говорить, знаете, потому что мы не будем использовать военную силу, а санкции мы не знаем, как сработаем, мы будем просто смотреть. С этой точки зрения, честно говоря, у Запада не было так много возможностей сделать то или другое. Но с другой стороны, я думаю, что то, что санкции сделали. Первое, это очень важно, все эти IT-специалисты, которые покинули Россию в результате этих санкций, потому что они просто побоялись, что завтра интернет отключат, и у них просто не будет никакая работа. Знаете, это экзит талантливых людей. Это непростая вещь. Второе, что случилось, я думаю, что было очень связано с этими персональными санкциями, которые шли, это показать свою собственную публику, что Запад не вернется к нормализации отношений к России, как было после Первой украинской войны, после Крыма. Я думаю, что это было послание не только к России или к Беларуси, это послание к твоей собственное общественное мнение. И я думаю, что некоторых из этих санкций были нацелены на то, что говорит, мы так персонально наехали на каких-то людей, чтобы показать, что это уже не будет business as usual. Я не знаю, насколько это довольно психологически, я не знаю, насколько это сработает, не сработает. Как людей принимают санкции? Знаете, во все страны, которые были санкции, в первые 3 или 4 месяца санкции консолидировали режим, они не ослабляют режим. Мы это видели везде. Это было в Ираке, это было в Иране. Не так уж много мест, где санкции сработали. И самое главное, очень трудно, если это только западные санкции. Значит, там, если никто бы не покупал русский нефть или газ, это одна вещь. Но если Запад не покупал, значит, индийцы покупают, китайцы покупают, это совсем по-другому. Санкции, у которых, конечно, будет эффект, это технологические санкции. Не очень легко менять. Вся технологическая база русской индустрии все-таки западная. Ты, конечно, можешь менять на китайскую, но это будет очень сильно времени, это будет совсем по-другому. Но ожидать, что просто в результате этих санкций Россия будет менять свою военную политику на следующие 3 или 4 месяца, я думаю, что это нереалистично. Иван, еще один вопрос о Беларуси. Вот в Беларуси продолжают обсуждать уроки, итоги революции 2020 года. И некоторые приходят к такому выводу, что Джин Шарп и Эрика Ченовет были неправы в отношении таких режимов, как режим Александра Лукашенко. Что такой режим невозможно отстранить шариками, объятиями с ОМОНом, мирным протестом. Вы согласны с таким выводом? Знаете, самое трудное в истории, чтобы понять, как было бы, если все было по-другому. Когда я тогда смотрел издалека, мне сделал очень сильное впечатление уровень стратегического культуры белорусского протеста. Людей знали, что самое важное в этом протесте — это не просто то, что сделает Лукашенко, а какая поддержка Лукашенко получит из Москвы. И в результате этого на этой протесте там не были европейские знамена, это не был разговор о геополитической реориентации Беларуси. В этом точке лидеры протеста хотели и сделали так, чтобы если мирный протест возможен был бы, это был этот протест. И это были так много людей в этом смысле. То, что случилось в Беларуси, я думаю, что люди очень быстро забывают.
каком смысле все это менялось. Проблема Беларуси в том, что этот протест случился, когда уже со стороны России они приняли решение, что они не позволят никаких из этих стран уйти из их сферы влияния. Так что если не был Лукашенко, это была русская военная сила, они уже решились на этого. И в результате этого очень трудно представить, как выглядело бы тоже вооруженное восстание в Беларуси, когда с одной стороны это армия, которая и полиция в каком-то смысле остались лояльны Лукашенко. И с другой стороны, они остались, наверное, лояльны Лукашенко, потому что они знали, что за Лукашенко Москвы. А для Лукашенко тоже это были странные ситуации, потому что до этого у него была иллюзия, что он может играть более сложная игра, что он будет играть Запад против России, Россия против Запада, у него будет какой-то room of maneuvering. Все это закончилось, и как-то аннексия Белоруссии в политическом, геополитическом смысле России — это вещь, которую мы не обсуждаем, потому что все говорят только то, что происходит в Украине. Но в Белоруссии в каком-то смысле был такой-то... Иван, провокационный вопрос. Так что, может, лучше было вообще тихо сидеть? Нет, знаете, я думаю, я не скажу очень просто. Ты это сказать не можешь. Людей пошли на улицу, потому что они не могли более спокойно сидеть. Это не аналитическое суждение. Конечно, Лукашенко хотел, чтобы у него была там какая-то возможность маневра. Позволил ли бы Путин этого, все эти аресты, вагнеровские люди, помогли ли бы ему? Нет. Потому что если он сделал, это были не протесты, были что-то другого. Того типа режима сохранить состояние поляризации, чтобы когда все стало так поляризовано, чтобы он там сидел на забор и успевал что-то делать, это было возможно в другом периоде. Уже это невозможно. И в этом смысле очень важно понять, потому что страны, как Швеция, как Финляндия, захотелось в НАТО. Потому что уровень геополитической поляризации стала такая, что там феодальные диктаторы, как Лукашенко, который хотел, чтобы у него был собственный режим, который покупал нефтяный на низкой цене «Газпром Россия», там у него была своя собственная власть. Все это закончилось. В этом смысле это было время, в которое этот протест произошел. Это было очень такое-то довольно трудное время. И поэтому я не знаю, наверное, другая стратегия была возможна. Я не могу это... Теперь я не могу об этом говорить, но я знаю, что то, что белорусы сделали, они сделали так, как будто, если было возможно, чтобы мирный протест успел, это был тот протест, который они организовали, который как-то успел реализоваться. И то, что мы все забыли об этом протесте, так как будто... Но белорусы не забыли, знаете. Знаете, я думаю, когда все мы забыли, я имею в виду забыли, потому что когда идет война Украины, когда людей даже начали говорить о санкции Беларуси, Беларусь не может быть санкционирована в том самом смысле, как Россия. Потому что если вопрос Россия коллективный Путин, это путиновская или русская война, я дам вам мой ответ, но это легитимный вопрос. Это не война Беларуси. И белорусов очень сильно показали это. В этом смысле, если есть союзник Путина и России, это Лукашенко, это не белорусский народ. И в этом смысле это довольно видно. Я думаю, что мы не так уж много об этом говорим. В этом большая разница между то, как две нации реагировать на это. В этом смысле даже тот факт, что Лукашенко не пошел в войне так, как много ожидали, на мой взгляд, связано с тем, что он сам знает, что его собственное общество это не хочет. В продолжение того, что вы сказали, в апреле нынешнего года экс-президент Польши Бронислав Комаровский дал интервью нашему радио, и в нем он сказал, я цитирую: «Возможность маневрировать у белорусов окончилась. Делайте прозападный выбор», сказал он. Вот на ваш взгляд, возможность геополитического маневра у белорусов действительно закончилась объективно? И последуют ли они призыву польского экс-президента? То есть осознают ли они, что у них такая возможность закончилась? Знаете, честно говоря, вы знаете 100 раз получше мне, что возможно и что невозможно в Беларуси. Я думаю, что где Комаровский абсолютно прав. Уровень геополитической поляризации в Европе очень сильно поменялся.
уже ничья земля не будет. В этом смысле это то, что результат русской агрессии на Украину, это не будет ничья земля. В этом смысле я думаю, что если будут следующие протесты в Украине, в Беларуси, на этих протестах уже будет европейское знамя. Потому что никто не верит, что Путин позволит, чтобы у Беларуси была своя собственная суверенная демократическая политика вне того геополитического разделения, которое мы видим в Европе. Так в этом смысле Комаровский прав, что вещи довольно сильно поменялись. Будет ли у белорусов возможность сделать это? Как это выглядит в этой ситуации войны, в ситуации, когда насилие везде? Я это не знаю, но я думаю, что мир, который существовал до начала этой войны, уже нет. Иван, и в конце, возвращаясь в известном смысле к началу нашего разговора, вот вы в интервью Шпигелю как бы моделировали, как вот мыслит Путин. Вот у меня, так сказать, просьба тоже смоделировать. Вот на ваш взгляд, как он себе представляет, как он как бы конвертирует, если ему удастся захватить Украину всю или значительную ее часть, вот как он конвертирует в новые правила? Потому что вот прошлогодний ультиматум Москвы показал, что она хочет поменять правила во всем мире, а не только там, захватить что-то. Так вот, как он себе мыслит дальше? Его победа деморализует Запад, и поэтому как бы Запад сдастся? Или он просто будет продолжать завоевание? Ну, можно взять Украину, почему нельзя идти дальше? Или правила уже поменялись? Из-за самого факта, вот 24 февраля, они уже поменялись. Знаете, факты поменялись, и, честно говоря, он тоже оказался в мир, который он не ожидал. Потому что я думаю, что, наверное, очень трудно моделировать человека, который 20 лет был у власти, у которого совсем другое видение мира. Но я думаю, что есть 3 пункта его мышления, которые, я думаю, что вы согласитесь, что он разделяет. Конечно, он очень сильно уверен в том, что Запад в кризисе, что, как сказать, время западного гегемонии ушла, и он довольно сильно ставит свою политику на это. А второе, что, я думаю, он верит, что если он не будет действовать против Украины сегодня, завтра будет труднее, потому что это будет намного больше украинцев, которые не говорят русский язык, потому что, наверное, украинская армия будет более сильна. Но третье, самое главное, он хочет закончить все в своем собственном жизни, потому что я думаю, что президент Путин не так уверен, насколько сильно будет Россия после него. И это проблема политического режима, для которой нет ясной представление, что будет после него. Это стало так сильно персональная власть, что очень трудно представить, что будет после него. И в результате этого он решил действовать. У него было ощущение, что это все сделает, он всегда хотел брать инициативу, и в результате этого мир поменяется. Мир поменялся, но я думаю, что он поменялся не в то направление, как он ожидал. С первой я уверен, что сопротивление Украины было большая неожиданность для него. Он поверил в свою собственную историю, на то, что украинцев абсолютно не способны на то защищаться, что у них нет способности создать сильное государство. А второе, что случилось, тот статус Зеленского, очень сильного лидера, который довольно виден везде в мире, это проблема для самого Путина, потому что если парень, который из телевизора стал президентом Украины и теперь стал военный президент, это уже его кризис его представления мира. Запад, конечно, он продолжает верить, что большой кризис Запада. Он, наверное, верил, что после Афганистана американцы не готовы на самом деле ввязаться в сильный конфликт с Россией. Он видел, что это не так, что, конечно, это очень много проблем со стороны Запада, но Запад понимает, что это очень важный конфликт, что это конфликт самоидентичности западного мира, и они не будут отступать. И третье для меня, что это главное, и это самое главное, понять, насколько он готов рисковать. Все-таки я думаю, что он тоже боится.
столкновение с НАТО. И то, что мы видели на уровне российской армии, это 100 дней войны, я думаю, если я был Путин, я довольно сильно беспокоился, что все-таки, наверное, все то, что мне мои генералы рассказывали о состоянии российской армии, и это не самая правда. В результате этого я не удивлюсь, если он думает, что теперь самое главное для него убедить себя, но убедить тоже свое собственное общество, что он уже выиграл. Что на самом деле, что он хотел, это было просто Донбасс, что это было коридор на Крым. И чтобы показать, что никто не может диктовать России то или другого. Но независимо от того, что он хочет или не хочет, возможность очень длинного конфликта — это какая-то не война, не мир, который будет существовать и который будет реальность, в которой и Европа, и Россия, и Белоруссия, и Украина будет жить. Я думаю, это довольно реалистический вариант. И это ситуация, в которой как-то мне очень легко представить, кто проиграет, а как выиграть, это не так уж просто представить. Спасибо большое, Иван. А нашим зрителям я напомню, что с нами был болгарский политолог Иван Крастев. Я обращаюсь к вам, уважаемые зрители. Пишите свои отзывы, пишите свои мысли, в чем вы согласны, в чем вы не согласны с нашим уважаемым гостем. Ну а затем, как события будут развиваться дальше, вы можете следить на YouTube-канале «Свобода Премиум».